Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Всем привет, дорогие земляне! В эфире «Голос галактики», программа «Пропеллер». Привет! А наш первый сюжет посвящен хакатону, пока еще редкому в наших краях формату мероприятия. Он представляет из себя марафон написания программного обеспечения, в котором могут принять участие программисты, дизайнеры и менеджеры. Конкретно этот хакатон был посвящен виртуальной и дополненной реальности. Что там было интересного, давайте посмотрим. У нас есть, допустим, где-то 2 суток или 30 часов, как обычно, чтобы разработать что-нибудь. Я сюда пришел ради атмосферы, которая часто происходит на хакатонах. Эта атмосфера очень неформальная и чрезвычайно рабочая. На хакатоне я уже в 3-й раз. Мне кажется, именно хакатон, из всех мероприятий, которые у нас проходят в Якутске, это самое полезное. Вот за 2 дня придумать идею, сделать демо-версию, это просто супер, мне кажется. В большинстве своем проекты на хакатонах бывают не совсем серьезные. Допустим, тапалка, что-нибудь делать с лицом, допустим, или звуки издавать. Миллион разных проектов. Первое, что мне пришло на ум, все смотрели Гарри Поттера. И все помнят шахматы. Когда они начинают двигаться, сражаться между собой. У меня один из проектов тоже является создание такого интерактивного шахматной доски, где можно создать уже своих персонажей. И можно, получается, ими управлять и проводить так называемый турнир, где будет гораздо интереснее смотреть за живыми фигурами, с анимацией и так далее. Мы размышляем над созданием проекта. Это будет создание настоящей модели с помощью дополнительной реальности, которая видна с телефона. Самое важное, чтобы ребята познакомились, некоторые друг друга не знали, да? В дальнейшем они могут как-то объединиться и работать над более сложными проектами. Будем через перископ общаться с спикером и защищать проекты удаленно сразу же. Это все-таки очень удобно в дистанционной форме организовывать, потому что не каждый имеет возможность все-таки выезжать куда-то. Очень полезно, на самом деле, подобные мероприятия, потому что люди собираются и начинают интенсивно думать над каким-то проектом. И когда они сидят на своей обычной работе и делают одно и то же, они могут просто закостенеть, скажем. И здесь могут родиться идеи. Они быстро развиваются, быстро воплощаются. Я думаю, что это класс. А в нашем следующем сюжете наши корреспонденты Анастасия Гриневецкая и Анастасия Дрехинская будут готовить освежающие коктейли – молочный, смузи и безалкогольный глинтвейн, а помогать им в этом будет и делиться своим опытом Артем Чесноков. И первый коктейль, который мы приготовим, это... Ягодный смузи. Для этого нам понадобится морс, 2 вида ягод. Это ежевика и клюква. Это у нас морсик. И сахарный сироп. И можно добавить чуть-чуть льда. И ставим готовиться. Смотрим, что получилось. Все, мы взбили полностью в однородную массу все. Можно использовать также овощные смузи подавать. Можно использовать как морковку, как томаты. Вообще все овощи можно использовать, наверное, кроме картошки. Блендер. Сперва мы ложим ягодки. Ладно, заново. Сперва мы кладем ягоды. Не жалей сыпь. Я не пожалею. Не свое же. Давай самые красивые выберем. Оно там все смешается. Нормально? Вредные не бери. Ты тоже на носочках стоишь? Да. 1 к 3 же, да? Тумблер наверх. Все, говорят, нормально. Мы так посчитали примерно около минуты. Плюс-минус там. Что-то не то сделала. Не то. Погуще получился. По-моему, некрасиво. Короче. Мы приступаем к готовке второго коктейля, и он называется... Это будет молочный коктейль Орео. Понадобится молоко, шоколадное печенье, сироп, взбитые сливки, мороженое. И самый главный ингредиент... Печеньки Орео. Самые любимые. Да. С детства. С детства? Ну, да. Это из детства.
100 грамм молока. 100 грамм молока как-то странно звучит, да? И шоколадный сироп. Все, взбиваем. И мы будем украшать взбитыми сливками. Ням-ням-ням. И на украшение мы еще положим печенюшек. Ну что, теперь наша очередь повторить это все. Давай побольше, как вот мы делали в смузи. Всего побольше будем делать. А можно дать бить? Ничего, что я так... Зубы отвалится потом. Что такое-то? Оно уже растаяло, поэтому, да, это же не я что-то не так делаю. О! Ты нам расскажи, вообще, как ты начал заниматься этим искусством? Это очень тяжелый был путь. Звукооператора до официанта и дальше пришел все-таки к барному делу. Попросили выйти, ну я так и остался. Как-то залегло в душу. Включаем тумблер. А вот вы, когда коктейль делаете, вы выбираете цвет трубочки или просто любая первая попавшаяся? Первая попавшаяся, ну иногда бывает, да. Для композиции. Мы переходим к самому зимнему напитку. Это у нас будет глинтвейн безалкогольный. Для этого нам понадобятся лаймы, лимоны, яблоки, апельсины для украшения, сахарный сироп, который вы можете приготовить дома. Или заменяем сахарный сироп на мед, чтобы было так прям прогревающе, полезно. Корица, мята и гвоздика. Самое главное еще и сок. Виноградный. Сразу замешиваем гвоздику, корицу, лимончик. Тут такие запахи, вот уже все смешалось. И корица, и мята, и гвоздика. И это не просто напиток, он же еще и оздоровительные свойства за собой несет. Один будет с медом, другой будет без меда. А яблоко должно раздавиться в пюрешку, типа? Буквально чуть-чуть оно тоже дает сок, все равно в любом случае. Аромат. И все это дело будем подогревать. Дома можно просто сварить. И приступаем к украшению. Обычно зонтики не ставят в глинтвейн, но это так, девичье пожелание. Сейчас нужно сделать самое сложное. Повторить. Раз, два. Два не было. Обожаю лимончик. Так аккуратно. Я прям медленно лью. Медленно, медленно. Ой, все, не могу. Тяжелый. А вот Настя тут ничего не делает. Все, Артем, все, Артем. Тут немножко потекло, как обычно. Все. Вот, чтобы этой шпажкой можно было есть фруктики. Да. На. Рубль 2. Доллар, давай. Доллар утонул. Нет, это евро утонул. Тут есть иена, это же иена. Давай все затопим. Да, это мы к тому, чтобы наша экономика поднималась. Политическая минутка. Да? Все, нормально. Сделали все, в принципе, на уровне. Я бы с удовольствием даже взял бы себе бар в команду. С удовольствием. А вот это мы Девчонки запомним. вообще просто молодцы. Смотрите пропеллер и пейте безалкогольные коктейли. Всем пока. Пока. А наш следующий сюжет посвящен конкурсу «Мисс и Мистер Молодежь». Уникальность этого мероприятия заключается в том, что это конкурс не красоты и таланта, а конкурс активистов республики. 8 парней и девушек уже успели пройти спортивные и интеллектуальные этапы, а нашей съемочной команде удалось застать их во время творческой фотосессии и защите социальных проектов. Мы сегодня защищаем проект
в рамках конкурса «Мисс и Мистер Молодежь». Проект на разные темы, в общем. Мой проект, естественно, так как я учитель, связан с темой учителей. Но сегодня было модно. Очень многие предлагали мобильное приложение, в том числе и я, копилка учителя, кейс учителя, где можно было собрать все необходимые документы, материалы в одном приложении, которое могло бы работать офлайн. Скажем, не мой, а наш проект, потому что у меня за спиной команда, называется «Сердечный Якутск». У нас в городе растет число нуждающихся людей. Те люди, которые хотят помочь, они ищут в социальных сетях. И вот пришла такая идея, почему бы нам это все не соединить с помощью мобильного приложения. У нас вообще, если взять молодежные общественные организации, они уже существуют давно. Некоторые десятки лет, некоторые 5 лет. А в основном мы будем смотреть на подготовленность самих активистов. Как они вокруг себя собирают команды, как они с людьми общаются, как они выступают. И вот они все это пройдут и будут названы 3 марта самые активные наши ребята, мисс и мистер молодежь Республики Саха-Якутия. Нашел много новых друзей. Раньше стеснялся, страх пропал. В общем, перед публикой можно, в принципе, говорить, вот даже перед камерой. Мне кажется, сами организаторы хотят увидеть нас в самых разных образах. У нас уже был спортивный этап, интеллектуальный этап. Сейчас вот как раз-таки вы сняли сам этап фотоконкурса. Ну, этот проект прежде всего направлен на то, чтобы активизировать нашу молодежь. То есть все это мероприятие направлено на то, чтобы созидать, творить, чтобы наша молодежь развивалась, чтобы была лучше и круче. У нас главные призы очень хорошие. Для парней это мотоцикл, а для девушек это норковая шуба. Наш сам конкурс состоится 3 марта в КЦ «Циркулярские огни». И мы же с участниками организаторы готовим для вас шоу. До новых встреч! До новых встреч! Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме. А я хотел, типа, вертухан такой сделать. О, до новых встреч! И подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме. Пока-пока. На наш аккаунт в Инстаграме. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и заходите в нашу группу ВКонтакте. Встретимся с вами ровно через неделю. С вами была программа «Пропеллер». Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Магазин «Автоаудиоцентр» предлагает качественную продукцию мировых лидеров в области автозвука и мультимедиа для ваших автомобилей. У нас всегда огромный выбор автомагнитол, сабвуферов, усилителей, акустики, кабельной продукции и аксессуаров. Кроме того, всегда в продаже подкапотные утеплители компании «Автотепло». Также оказываем услуги по установке и шумоизоляции. Наши адреса: Вишнева 35/1, первый этаж, и торговый центр «Палладиум», второй этаж. Телефон 733-143. «Автоаудиоцентр». Твой выбор в мире звука.